Начинать? Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном обучению и воспитанию детей с тяжелыми нарушениями речи. Меня зовут Урса Гоксана Витальевна, я работаю учителем начальных классов в школе-интернате номер 4 города Сыктывкара. На сегодняшнем вебинаре мы с вами поговорим. Так, вот у нас был титульный слайд. Вот. Сегодня мы с вами поговорим, вспомним общие понятия детей с тяжелыми нарушениями речи и рассмотрим, как реализуются особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях ГОУ РК СКШИ номер 4 города Сыктывкара. Значит, говоря о детях с тяжелыми нарушениями речи, да, спасибо, Марина. Забыла, наверное, напомнить, что вы нажали плюсики, если меня видно и слышно хорошо. Спасибо. Значит, говоря о детях с тяжелыми нарушениями речи, мы должны понимать, что это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Давайте мы с вами вспомним, что же относится к компонентам речи, значит, которые нарушены у детей с ТНР. Речь состоит из различных структурных компонентов, в числе которых можно выделить звуковой состав слова, изучается такой наукой, как фонетика, словарный запас, изучается лексикологией, и грамматический строй, грамматическую основу речи изучает грамматика. Грамматика представлена двумя большими разделами – морфологией, которая занимается законами изменения слов, и синтаксисом, который занимается законами сочетания слов в предложении. Фонетика, лексика, грамматика образуют единую систему языка. Так как у обучающихся с ТНР имеются стойкие специфические отклонения в формировании речевых компонентов, рассмотрим затруднения. У детей с ТНР наблюдается снижение словаря, нарушение звукопроизношения, искажение слоговой структуры слова, недоразвитие лексико-грамматического строя речи, несформированность грамматических процессов, нарушение просодической стороны речи, и все это, конечно же, приводит к нарушению связной речи. Тяжелые нарушения речи носят системный характер, поэтому затрагивают не только речь, но и все другие психические процессы. Внимание у обучающихся с ТНР имеет ряд особенностей, таких как неустойчивость, сужение объема, низкий уровень произвольности, снижена слуховая память и продуктивность запоминания. Ребята забывают сложные инструкции, сниженный объем и скорость запоминания, медленный темп заучивания. Обучающиеся имеют недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов, отставание в развитии словесно-логического мышления, трудности в установлении причинно-следственных связей. Эмоционально-личностное развитие также характеризуется качественным своеобразием. Детям с ТНР свойственны пониженная самооценка, тревожность, проявление агрессивности и негативизма. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ определяет для обучающихся с ТНР выбор вариантов адаптированной основной общеобразовательной программы. В нашей школе дети с ТНР обучаются по образовательному маршруту 5.2. Выбор этого образовательного маршрута означает, что ребенок получит образование, сопоставимое по конечному уровню с образованием сверстников, без речевых нарушений, находясь в среде сверстников со сходными речевыми нарушениями и в более пролонгированные сроки. Вы, наверное, уже заметили, что в нашей школе ребята курс начальной школы проходят за 5 лет. Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР
для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия. Специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на 2 и 3 уровнях речевого развития по классификации Левиной, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушение чтения и письма, и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. Хочется отметить, что только тесное сотрудничество врача-невролога, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, воспитателей и родителей даст положительный результат в работе с обучающимися с ТНР. В содержании специального образования делается упор на формирование важнейших жизненных компетенций обучающихся с ТНР, таких как использование устной, письменной речи в различных коммуникативных ситуациях, умение решать бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели, умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта в соответствии с речевыми возможностями, расширение практики социальных контактов и взаимодействий, владение представлениями о культуре, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка, владение математическими знаниями, знаниями о природе и социуме для решения соответствующих возрасту житейских задач. Мы сейчас подведем с вами небольшой итог по первому вопросу. Комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у обучающихся с ТНР препятствует успешному освоению образовательной программы, затрудняет становление полноценных коммуникативных связей со взрослыми и сверстниками. Поэтому в целях оптимальной и эффективной адаптации обучающихся с ТНР к условиям и требованиям социума требуется специальная работа по коррекции и развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья указаны особые образовательные потребности. И вот, уважаемые коллеги, мы сегодня с вами рассмотрим, как реализуются особые образовательные потребности в условиях обучения детей в государственном образовательном учреждении Республики Коми, коррекционной школе-интернате номер 4 города Сыктывкара. Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. Детям с ОВЗ при благоприятных семейных условиях требуется систематическая специальная педагогическая помощь для формирования жизненной компетенции. Удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся, мы проводим работу по психолого-педагогическому сопровождению семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком. Организуем партнерские отношения с родителями. Для эффективной работы с родителями мы работаем в формате открытого диалога. Всегда находимся на связи с родителями, обсуждаем успехи и проблемы каждого ребенка, находим пути решения возникающих трудностей, проводим тематические родительские собрания, проводим индивидуальные беседы и консультации, приглашаем родителей на заседания школьного психолого-педагогического консилиума, совместно проводим классные мероприятия, экскурсии, приглашаем родителей на открытые уроки и праздники. Открытый диалог и тесное сотрудничество с родителями способствуют высокой удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения,
Вот на слайде вы видите информацию по нашему классу группе. 90% родителей удовлетворены полностью и 10% родителей удовлетворены частично. В особые образовательные потребности обучающихся с ТНР входит получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимализации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояние высшей нервной деятельности, соматического здоровья. Также координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. Тяжелые нарушения речи могут быть результатом очень большого числа разнообразных неврологических, психиатрических и психолого-педагогических вредностей, действующих на мозг ребенка. И зачастую силами одного специалиста не получится добиться результата. Поэтому мы знакомим родителей с особенностями каждого ребенка. Совместно со школьным психиатром, логопедом, педагогом-психологом направляем к специалистам. Обучающиеся нашего класса группы систематически проходят обследование и лечение следующих специалистов. Информация вот представлена у нас на слайде. Реализация требований рабочих программ также предполагает удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, включая возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям, с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся. Учебный план предусматривает часть, формируемую участниками образовательных отношений. Исходя из особенностей развития обучающихся с ТНР, учитывая трудности во владении письмом и чтением, было принято решение в первом дополнительном и в первом классах 4 часа в неделю из этой части выделить на урок обучения письму, позже урок русского языка. Тем самым больше времени отводилось такому предмету, как обучение грамоте, позже чтение. Во втором классе в 3 часа в неделю из этой части выделены по одному дополнительному часу на предметы математика, русский язык, окружающий мир. Благодаря тому, что в учебный план включены часы, формируемые участниками образовательных отношений, обучающиеся имели возможность усваивать программу по предметной области филология более продолжительное время. На конец обучения в первом классе мы получили следующие результаты усвоения. По обучению письму 70% ребят успешно справились с программой. И по обучению грамоте, чтению 100% ребят успешно овладели программой. Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых образовательных потребностей, включая обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающих областей, так и в процессе индивидуальной подгрупповой логопедической работы. Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы. Вы видите на экране произношение 2 часа в неделю, развитие речи, логопедическая ритмика, индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР включают создание условий, нормализующих, компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений, а также применение специальных методов, приемов и средств обучения. На реализации этой особой образовательной потребности, коллеги, мы остановимся немножечко подробнее. В нашем классе, группе ребята обучаются 3-й год. Сейчас наши ребята обучаются во 2-м классе. Изначально совместно с воспитателем группы, логопедом и мной, как учителем начальных классов и классным руководителем, изучались особенности каждого ребенка и вырабатывались единые требования к сопровождению обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время.
Наша задача – организовать всю образовательную и воспитательную деятельность, осуществляя работу по коррекции, профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР. Конечно же, поступив в школу, ребенок примеряет на себя новую роль ученика. И насколько успешным будет его становление как ученика, зависит от грамотной организации всего учебно-воспитательного процесса. Выбор мотивационных стимулов – важный момент для успешного обучения детей с ТНР и формирования важнейших жизненных компетенций. Начиная с первого подготовительного класса, мы с ребятами шагаем по дороге знаний. На слайде представлена информация со стенда. Изначально, ежедневно при проведении итогов дня, ребята продвигались по дороге знаний, передвигая выбранную машинку. Критерии исходили от этапов обучения. Конечно же, на самом начальном этапе критериями являлись правила поведения. Мы с ребятами познакомились с правилами поведения и говорили о том, что машинка передвигается каждый день от одной станции заправочной до другой, если выполняются следующие критерии. Хорошо работай, руку поднимай, проезжай заправку, буквы прочитай, и в конце недели смайлик получай. То есть, уважаемые коллеги, ребятами были выбраны, каждый ребенок выбрал себе машину. Машины тоже выбирались такие, которые помогают в чем-то человеку, например, будь то почта или скорая помощь, или полицейская машина. Вот. Каждый день, подводя в конце всех уроков, мы подводили итоги по критериям, и ребенок передвигался от одной заправочной станции к другим и должен был к концу недели собрать слово «умница». Собрав это слово, каждому ребенку прикреплялся смайлик. Вот вы видите на стенде, да, смайлики прикреплены. По итогам недели каждому ребенку выдавался смайлик. И заранее мы договаривались с ребятами, что чем больше смайликов, тем быстрее мы поедем на экскурсии в музей и посетим театры и другие культурные организации города Сыктывкара. Все выездные мероприятия способствуют формированию у обучающихся умению взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта в соответствии с речевыми возможностями, расширению практики социальных контактов и взаимодействий. В первом классе и сейчас, обучаясь во втором классе, ребята также передвигаются по дороге знаний, но уже набирают сантиметры. Ребятам предлагалось такое пожелание: по дороге знаний идешь ты каждый день. Стать умным и добрым – вот твоя цель. Сюрпризы интересные скорее получи. Дорогу из сантиметров быстрее начерти. Мы с ребятами вывели и приняли критерии работы. И договорились, что в конце уроков, изначально это было в первом классе, ребята чертят по 1 сантиметру, если старались на уроке, если помогали друзьям, 1 сантиметр за поведение хорошее, 1 сантиметр, если делаешь все сам. Ну, конечно же, по возможностям ребенка. И еще 1 сантиметр начерти, если целый день был добрым ты. В первом классе итог проводился 1 раз по окончанию уроков. Мы обговаривали, сколько сантиметров набрал каждый из ребят, обсуждали, почему, и затем ребята сами чертили отрезки. Обучаясь сейчас во втором классе, итог проводится ежедневно 2 раза. Во время уроков с выставлением оценок сантиметров в дневник. То есть сейчас у нас безоценочная система обучения до второго полугодия 2 класса. И мы с ребятами готовимся к тому, что с января месяца у нас в дневниках уже появятся оценки.
И сейчас мы с ребятами обговорили, что у нас вместо оценок пока сантиметры. Почему нами был выбран мотивационный стимул набор сантиметров? Ну да потому что обучающиеся с ТНР с трудом формируют понятие о величинах. Уже в 1 классе мы предлагаем ребятам собрать отрезок, равный 1 дециметру. То есть проводим пропедевтику по математике. Говорим о том, что 10 дециметров – это уже метр. В этом году, изучив понятие дециметр и метр в начале учебного года, предлагается ребятам попробовать собрать за одну учебную неделю 100 сантиметров, то есть 1 метр. Собирая оценки сантиметры, мы ежедневно упражняемся в работе с единицами длины, в игровой, непринужденной обстановке. Тем самым закрепляем понятие о единицах длины. Конечно, по итогам собранных сантиметров, дециметров и метров мы тоже планируем выезды в музеи и другие культурные учреждения города Сыктывкара. Но пока в связи со сложившейся ситуацией мы планируем проводить дни подвижных игр на улице, походы на природу. Исходя из того, что обучающиеся отличаются замедленностью темпа психофизического развития, пассивностью мыслительной деятельности, быстрой утомляемостью, мы строим работу, формируя высшие психические функции. Ежедневно на уроках, на разных этапах урока мы с ребятами выполняем гимнастику для мозга. В частности, упражнения на синхронизацию полушарий головного мозга, упражнения на развитие интеллектуальных способностей. Для того, чтобы ребята совместно с родителями могли выполнять эти упражнения, мы готовим разные видеозаписи. Но вашему вниманию я вот сейчас представлю небольшой видеофрагмент, видеозаписи. Вот. Как называется следующее упражнение? Вы догадаетесь, отгадав загадку. Послушайте. У Аленки под крылечко закатилось что? Молодцы, конечно же, колечко. Теперь наши пальчики будут изображать колечки. Посмотрите, как мы это будем с вами делать. Мы берем большой и указательный палец правой руки, большой и указательный палец левой руки и соединяем. А теперь меняем колечко. Большой и средний палец правой руки, большой и средний левой. Большой и безымянный правой руки колечко меняем, большой и безымянный левой руки. Большой и мизинчик правой руки, большой и мизинчик левой руки. И потом мы с ребятами учимся идти обратно, да? Угу. С целью повышения концентрации и внимания ежедневно выполняем упражнения на синхронизацию полушарий мозга, такие как кулак ладони, ребро кулак ладони, ухо-нос, восьмерки, капитан, рисование 2 руками и другие. Вот сейчас вашему вниманию я хочу предоставить еще один видеофрагмент с урока. Так. Журавля, правая ножка подогнута, согнута, поднимаемся на носочки. Медленно поднимаемся. Молодцы, уже многие ребята без рук стараются выполнять задание. Поднимаем правую руку, Алеша сюда, Паша сюда, Коля сюда. Поднимаем правую руку, рисуем ленивые восьмерки. Идем вправо, встаем кружочек, будем рисовать 2 руками. Пишем печатную букву П 2 руками. Надо, конечно, сказать, что ребятам очень нравится выполнять такого вида упражнения. Так. И мы их стараемся, конечно же, выполнять ежедневно и в системе, систематически. Нарушение устной речи, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, приводят к возникновению нарушений и письменной речи, конечно же, дисграфии и дислексии.
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста предложения, так и слова. Нарушения письма и чтения сопровождаются разнообразными речевыми расстройствами, и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и так далее. Работа по преодолению дислексии и дисграфии проводится параллельно, так как процесс чтения включается в процесс письма, выполняя при этом функцию контроля за написанием. Ежедневно на уроках литературного чтения мы выполняем упражнения на развитие навыка чтения. В работе мы применяем пособия по чтению и письму учебно-методического комплекса «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов», автором которой является Ольга Анатольевна Ишимова. Так, на уроках литературного чтения во 2 классе в начале урока мы с ребятами выполняем ряд упражнений, предлагаемых автором в тетради помощницы «Читаю сам». Упражнения эти направлены на создание положительного эмоционального настроя, задания на формирование зрительно-пространственных, зрительно-двигательных представлений, проговаривание скороговорок с разной интонацией, выкладывание букв, запоминание цветовых, фигурных и буквенных рядов, цепочки слов и так далее. Ребятам нравится выполнять разные упражнения, хотя в выполнении некоторых заданий пока возникают определенные трудности, но мы учимся их преодолевать. На уроках развития речи, произношения, русского языка мы также применяем упражнения из тетрадей помощниц Ишимовой по письму. Большая и целенаправленная работа по диагностике и профилактике нарушений письменной речи у наших обучающихся проводится систематически. И, конечно же, эта тема не одного вебинара. И в заключение, уважаемые коллеги, в заключение нашего вебинара хотелось бы остановиться еще на одной образовательной потребности, актуальной в наше современное время, которая включает возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний. Мы с ребятами обучение в 1 классе закончили обучение в 1 классе в форме дистанционного обучения. Это прошлый учебный год. Хочется отметить, что опыт применения дистанционного обучения был положительным для всех участников образовательного процесса. И этот опыт мы стали применять в этом учебном году для тех ребят, которые обучаются, которые проходят санаторное лечение, стационарное лечение или лечение на дому. При организации дистанционного обучения мы опираемся на принципы и правила коррекционной работы: единообразие, алгоритмизация заданий, дифференциация по объему, своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, чередование умственной и практической деятельности, разнообразие видов деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересных и красочных средств наглядности, создание ситуации успеха, постоянное поощрение за малейшие успехи, снятие тревожности. Все эти принципы мы смогли соблюсти в работе на онлайн-платформе Коре. Коре – это онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки знаний с обратной связью. Значит, с прошлого года, когда мы начали проводить дистанционное обучение, мы работали в таком режиме. Каждое утро на электронную почту родителей мы скидывали расписание. Вот вам представлено расписание одного из таких дней. Да? Родители переходят на онлайн-платформу по ссылкам. Вы видите, что на каждом уроке у нас есть ссылка, и родители проходят по ссылкам и заходят сразу же на эту онлайн-платформу. Также мы могли, конечно, загружать и презентации. Вот вы видите, что 4-й урок «Окружающий мир», нужно приготовить учебник, и работа пойдет по презентации. Но сегодня вот мы остановимся немножечко вот на работе вот платформы.
На Quora легко создавать образовательные материалы онлайн с медиафайлами, упражнения, делиться ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения. Вот, уважаемые коллеги, вы видите здесь на странице, как выглядит страница, на которую заходит ребенок. Мы видим, да, допустим, обращение педагога, вот, мы видим, как мы начинаем работу. Здесь на экране вы видите слева есть информационные блоки, в которые входят и тексты, инструкции, медиафайлы, изображения, упражнения, документы. Также очень нравилось нам работать в таком режиме, как тесты, открытые вопросы и так далее. Имеется также в работе на этой платформе мы имеем возможность мониторить прохождение урока. То есть, посмотрите, вот здесь слева вы видите просмотр результатов по каждому ученику отдельно. Вот мои данные Орсак Оксана, и мы видим, что 9 из 10 баллов или из 10 заданий 9 мною пройдены успешно. Также мы можем посмотреть результат по всему классу сразу и результат прохождения урока по каждому ученику отдельно. Это очень большой плюс. Мы можем сразу же связываться с ребятами и говорить: давай подумаем над этим, давай мы исправим это задание и так далее. Также, работая на платформе, онлайн-платформе Quora, мы можем создавать мультимедийные интерактивные упражнения в таком сервисе, как Learning Apps. Ребятам и родителям нравится работать на платформе Quora, и вот эти упражнения, которые мы выполняли с помощью Learning Apps, они очень помогают разнообразить учебный материал. И, значит, мы прошли дистанционное обучение, и сейчас в этом году вот ребята у нас, которые проходят лечение, да, в санаториях и стационарах, мы поддерживаем такую же работу дистанционного обучения. Вот на этом, уважаемые коллеги, мы сегодня с вами имели возможность поделиться небольшой частью практической работы по реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ДНР. Если у вас в ходе моего вебинара возникли какие-то вопросы, вот, можно было их написать. Если вопросы... Так, сейчас мы посмотрим. Так. Вот, да, сертификаты будут ли? Я думаю, что да, обычно по прохождению любого вебинара сертификаты получают. Вот. Ну что, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. До новых встреч с вами.